移動距離。Бул жерде японская оборудованияны карап атабыз. Азыр Фуджихира фирмасында атайын мисалы биринчи жабдуу буйдагы мастит болуп калганда ушу талаадан эле маститти аныктап бере алат экен да бул аппарат. Анан экинчи аппараты бул жана жасалма уруктандыруу боюнча атайын малдын уругун алгандан кийин атайын трубочкага салынганда бул жерде анализ көрсөтөт экен мындай экен. Анан ошо анализдин негизинде компьютерге салып туруп компьютерде сүрөттөр чыгып ар бир сперматозоид нумерация болуп анан кыймылдары каякка барып атат, кандай кыймылдуулугу байкалып анализ болот экен да. Башкача уруктун баягы канчалык деңгээлде сапаты болгонун текшерсе болот экен. Для этого мы вот препаратные предметы изготовим, вот стекло, предметное стекло, и туда капаем сперму и сверху вот защитное, очень тонкое стекло. Покровное стекло. И так это наблюдаем через микроскоп. Там вот это решетка Горяева, да? Решетка что? Когда на покровное стекло ставишь, там вот квадратики. Да. Надо смотреть каждый квадрат. それで、これ拡大ですけど、さっきの画面ではマスに分かれてたのかな、網目っていうかマス。そういうふうにして場所指定するんですか。これですね。ああ、ボートだ。適当にこうパソコンの方でナンバリングしてるんで。Это вот давнейший метод оценки спермы. Ручную микроскоп ставишь, вот это, камеру Горяева, и там смотришь каждый квадрат. И потом... сейчас у вас, да? Да, нет. Ну, сейчас тоже используется, но сейчас уже тоже пошли компьютеры. 今までキルギスでは、まあ光学顕微鏡じゃないと思うけど、顕微鏡をセットしてプレパラート用意して、それになんかガリアエヴァカメラっていうのがあるんだそうです。それを使ってまあ同じように深く分けして、それで目で測ってたんですけど、まあコンピューター化が始まろうと。Но это тоже для этого проекта нужны вещи. プロジェクトでもやっぱりこういう技術は必要です。Пожалуйста. Когда宣言Инструмент. Бул көрүп аткан инструмент. まあ 0.25 のストローっていうのがここに置いてあるんですけど、ここにмалдын уругун алганда малдын уругун коюп туруп малдын уругунду идиштен соруп алып упаковка түшөт да упаковка болуп одновременно наполняется и закрывается, герметизируется. Атайын ошо жанагы малдан алынган сперманы жасалма уруктандыруу үчүн паеткаларга упаковка кыла турган аппарат экен. Если вы дополнительно покупаете принтер, покупаете то одновременно, то и представляем к этому аппарату сразу же напечатается. Кричка, это бэкап и номер бэкап. Штрих-кода. Качадан деген эмесичи ошол мынарыки немес бизге эң дефицити неме да вот этот ичиндегиси. Не сперма, а вот эти, как это называется? Соломинка. Соломинка бар. Соломинкасы, допустим, 1000 соломинка канча турат?
ってるんですね。緑が我々のイメージカラーです。日本ではあれやっぱり直腸からその卵巣を探るやり方を使うんですか。そうですね。Was nom asemenение производится зеркальным способом. Так что вот такие длинные перчатки, это бастребуем. Ректальным способом. 今日本ではとおっしゃったのはキルギスでは違うと思うんです。ロシアでは少なくとも3種類あって、自家受精がなんかもうなんていうのマッサージでその子宮鏡を押し広げながらやるやり方と、あとなんていうんだろう、鏡を入れてやるやり方と3種類ある。それはすごい新発見ですね。鏡とかなんか小豆を入れるやり方がある。だから直腸だとその直腸のとこからその卵巣を探ってなんか探るんですね。そうですね。はい。探って広げる。Жасал мағруқта тұру үшін ғана керекті мейлей студияда бұл шприцтен. もともと一番短いものしかなかったんですけど、牛の大型化に伴って。Конечно же, вот шприц это ранее более короткий, однако, как видно, да, по увеличению массы тела это коробы, нам нуждались вот еще длинные шприцы. あとは女性の人工授精師さんが増えてきていることもあって届かないこともあるので。Так далее, такие длинные тоже востребованы для вот осеменаторов женского пола. Так как она вот рукой не достигает сама влагалища или что матку. 子宮頸管の拡張用に使う未計算で使う。Трубкалардағы жаңағы жасыл мағруқтандыру үшін керекті трубкалар. 萩原さん。Бұл аппарат УЗИ аппарат екен. УЗИ для диагностики беременности. Өтін боғыз қысырын беріш үшін УЗИ аппарат. Анам бұл атайын. Biz salagan 300 somda kolunu salmaya çıkmıyor. Барлық малға керек. 300 som alады. Частный тайын 300 som alады. Салған алып салбайды 300 som. Ama onu сатып көтеріп алып тұр. Ha, dur. İnşallah olur. Дұрыс байқа айттың. Ошағы сен Туа ойнайын. Бұл УЗИ аппарат екен. Атайын малдың боғыз қысырынан тұрсын уже феррофирмасы өздері шығарады екен анықтау бойынша. Деді атайын шлангысымен трубкаларын алып микроға салып қарап беті монитордан қарап көріп тұрады. Бұндағы жақсы керекті нәрсе екен мал шаруасы үшін. Полная зрелость. И что, анализ выдает, да? Да. Бумагу酸素センサーが入ってます。Здесь есть детектор кислорода. Бұл аппарат Сенсорный детектор кислорода. для компоста, да, для Да. компостың бышқанын даярдығын тексеруші аппарат екен. Здесь показывается... Готовы или не готовы? Подожди, дайте мне пока сказать. Показывается уровень зрелости от единицы до 20. Это относительное значение. Течение зрелости. Соответственно, когда зрелость идет и достигается полной зрелости, это значение, конечно, увеличивается. Максимально 20. Компост ішіне салат па екен? 堆肥を作っていらっしゃる。Компост вставляется туда, да? Внутрь? 堆肥はここに入れて。これがポットです。Ішіне салып тұрған жауап тұрып тексере тапсырды. Бұнда керекті нәрсе екен. Бірден 20-ға чейін көрсеткішпенен тексереді дейді. Бұл баяғы жаңа біздің технологияға қызығады, жаңа технологияға қызығатқан біздің фермерлер үшін маалымат болсын деген ретте видео тартып қойдым. Это простейший набор для измерения Есть некоторый индикатор компоста. Посмотрите, пожалуйста. Внимание! Внимание! А тебя面白かったです。
試薬、このセットに含まれる試薬の中に堆肥のサンプルを入れます。Химикаты индикаторы, туда вот добавляет вот образец почвы. はい、これをコンポスト。 4分間手で振ります。 И так трясут 4 минуты. その後、上澄 После みを этого ここに суспензии 取りまして、 брать, この可愛らしい перемешать в эту маленькую емкость. これで、И центрифугой. 2分待ちます。 И 2 минуты, так 2 минуты. そうすると、 После этого 上澄みと内容物が完全に分かれる状態になる разделяется と、 густая и не очень густая часть. 堆肥が完熟であると。 Ага, это эталонное, как будто это эталонное. То есть в этом состоянии уже полная зрелость компоста. Нет, по-моему, там написано, по-моему, незрелый компост. Вот этот, А желтый. これが完熟完熟、こっちが完熟ですよ。не зрелый. Незрелый. Это прям на месте там экспресс. Да, そのまま出てきます。Экспрессом делает, да? 今キルギスで使ってる堆肥はみんなこれです Юмения. 全然かНа месте непосредственно узнаем состав почвы. Бұл атайын топырақты анализ ете тұрған көтеріп жүрме лаборатория екен. 養分を抽出するための器具です。 жаңа істеп Это табылары. простейшая емкость для извлечения состава почвы, массы почвы. ここにまず抽出用の試薬を入れて、 Здесь вот там наливает индикатор химикал. はい、で Какой-то раствор. ここに付属のスプーンがありますので、えースプーンロージチカいいし1杯の土、畑から持ってきた土そのままで結構。 И подчеркивает на эту дозу частицы почвы. Спаля. その後、フィルターをここにかぶせて、これを、はい、 И закрывает. このように。 И бумажный диск. これ手で1分間振ります。 И на минуту трясут. で、これを逆さにして、 Переворачивает. この通気口を開けると Заодно, 自然にろ過されてきます。 заодно и еще вот так открываем. Вот, ろ過されていくと、これ落ちるわけですね。土と、抽出液とが分かれるようになってます。 И там разделяется вот раствор и это почва. で、この抽出液の中に、8つの成分を分析することができるようになっています。 И таким образом, при помощи этого индикатора мы можем разделять количество 8 компонентов, включенных в почве. で、この後は、必要な項目に応じて発色させる試薬がありますので、それを2、3滴ずつ加えていくと。 И там вот эту жидкость капают на бумажные диски, пропитанные различными индикаторами, профильными индикаторами. そうすると、ここにありますような成分の、濃度が把握できるということです。 Автоматически узнаем концентрацию своего желаемого компонента в жидкости. 現場で電気も何もなくてできるものですね。 Это без электричества, никакого сложного аппарата. Сразу на месте можете узнавать хороший свой состав почвы. で、この土壌の養分の結果と同じように、水耕培養液からですね、Как и やることもできます。 спросил, раствора гидропоники мы можем анализировать из этого набора. これが我々の発明でございます。 Это чисто наше открытие.